И снова здравствуйте. В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Сегодня в программе откровенный разговор. Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с общественностью страны. Милиция Абхазии 95. Юбилейные мероприятия прошли в Сухуми. «Черная курица» для абхазских зрителей. Еще одна премьера на сцене Русского театра драмы. Сегодня в Сухуми прошла встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с общественностью страны. Во встрече приняли участие члены правительства, депутаты, представители силовых структур, главы районов и сел, представители политических партий, общественных организаций, деятели науки и культуры. Общественностью была организована по инициативе президента страны Рауля Хаджимба. Главной ее темой стала необходимость достижения консенсуса между властью и оппозицией в решении глобальных проблем в республике. В своем выступлении председатель Республиканской политической партии Сергей Шамба отметил, что все существующие противоречия между властью и оппозицией должны решаться без всяких потрясений, и подчеркнул необходимость объединения всех сил для развития государства. В единстве, в стабильности и взаимной поддержке мы можем добиваться поставленных перед собой целей. А задачи у нас сложные, но когда мы были едины, мы могли решать любые проблемы. Мы перед войной, когда нас было гораздо меньше, чем наших здесь политических противников, одерживали победы, потому что наше общество было единым. Мы во время войны одержали победу перед гораздо более сильным и многочисленным противником, потому что мы были вместе. Мы можем решать сложные задачи, нам нужно объединиться. Оценку политической ситуации в стране дал исполняющий обязанности главы администрации Гальского района Тимур Надарай. Власть обеспокоена призывами блока оппозиционных сил к свержению действующей власти, но готова к диалогу. Мы в Аруа всегда готовы к диалогу. По поручению моих друзей из Аруа я с этой трибуны обращаюсь к Амцахара. Здесь находится пресса. Мы готовы встретиться и обсудить любые проблемы. У нас одна Родина, и мы здесь должны жить вместе, растить детей. Хватит конфронтаций. Возвращения в прошлое уже не будет. Не будет никаких возвращений экс-президентов в руководство страны. У нас впереди парламентские выборы. Пойдем на выборы, а народ нас рассудит. Если вы их выиграете, можете конституционным большинством и президента отправить в отставку. Возможно? Возможно. Но решение должен принимать весь народ. Мы должны цивилизованно общаться друг с другом. Глава государства Рауль Хаджимба рассказал о том, как продвигается конституционная реформа, идет активное формирование Конституционного суда. Принят целый пакет законов по совершенствованию судебной системы. Уже реализована важная реформа местного самоуправления. Помимо этого, президент внес в парламент законопроект, предусматривающий совершенствование избирательного процесса, повышение в нем роли партий. Как отметил Рауль Хаджимба, никогда ранее в Абхазии не осуществлялось столь эффективное кредитование малого бизнеса, не выдавались потребительские кредиты под зарплату, не была обеспечена почти 100% возвратность выданных кредитов. Реформировано бюджетное устройство. Впервые введен программно-целевой метод планирования бюджета. Подготавливается переход на новый план учетов. Успешно реализуется переход на казначейскую систему исполнения бюджета. Теперь государство может эффективно контролировать расходование бюджетных средств, что позволит добиться значительного сокращения нецелевых расходов и коррупции. Самое главное, и я уже неоднократно это говорил, мы доказали самим себе, что можем преодолевать трудности и, изыскивая внутренние резервы, создавать условия для развития страны и повышения уровня жизни наших граждан. Для достижения этих целей чрезвычайно важна поддержка общества, которое готово терпеть временные неудобства, связанные с процессом реформирования, но при этом осознает необходимость реформ и верит в их долгосрочный эффект. Мы никогда не обещали чудес. Мы просили у общества поддержки на тернистом пути реформ и изменений. Эту поддержку
сложнее достичь в обществе, которое пытаются раскалывать по политическим и другим принципам. В завершении встречи было принято обращение участников актива к президенту с предложением ужесточить меры воздействия на политических деятелей любого ранга, призывающих к насильственному свержению власти, чреватому опасными последствиями нашего государства. Единственный выход, как отмечается в обращении, обсуждение проблем в рамках диалога. Рената Шака, Алексей Гухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о встрече президента с общественностью смотрите в нашем эфире сразу после новостей. Также в нашей программе сегодня передача Айзера. Представители политических партий Абхазии в прямом эфире выскажут свое мнение об общественно-политической ситуации в стране. Сегодня работники милиции Абхазии отмечают свой профессиональный праздник – 95 лет со дня создания. В столице республики прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. С утра сотрудники милиции возложили цветы к памятнику во дворе Министерства внутренних дел коллегам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Невозможно переоценить вклад работников милиции в победу над грузинскими оккупантами. 52 сотрудника органов внутренних дел сложили головы. 13 человек удостоены наивысшей государственной награды – звания Герой Абхазии. 110 сотрудников милиции награждены государственными орденами и медалями. Обращаясь ко всем гражданам, коллегам своим, к ветеранам милиции, хочу поздравить с сегодняшней датой. Сегодня нам 95 лет. Желаю семьям сотрудников и сотрудников больших успехов, благополучия, успешных и спокойных будней. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживает абхазскую милицию. Затем сотрудники МВД направились в парк боевой славы, где почтили память погибших в освободительной войне народа Абхазии. «95 лет назад в Советской Социалистической Республике Абхазия в соответствии с указанием Ревкома, приказом НКВД СССР Абхазии 18 мая 1921 года была создана рабоче-крестьянская милиция. Изначально это было формирование в виде организации полувоенного типа, которая пользовалась уставами Революционного комитета Красной Армии. В ноябре того же года рабоче-крестьянская милиция была переформирована в отдельную милицейскую бригаду, которую возглавил штаб главмилиции. На тот период времени общий штат милиции составлял всего 400 человек. Я хочу для сотрудников милиции знаменательный день поздравить их всех с праздником, пожелать добра, здоровья, семейного счастья. И одновременно хочу сказать большое спасибо нашему народу многострадальному, который оказывает необходимую поддержку нашим органам внутренних дел. Оснащенная техническими и специальными средствами, современная милиция Абхазии продолжает дело, начатое старшим поколением – служение Отечеству. Раскрытие преступлений и сегодня главная задача сотрудников внутренних дел и основной показатель их профессионального мастерства. Наала Кофе, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. Сегодня личный состав Министерства внутренних дел Абхазии принимал поздравления. На торжественном собрании работа сотрудников милиции была оценена по достоинству. Лучшим медали, почетные грамоты и звания. С минуты молчания в память о погибших началось торжественное собрание, посвященное Дню милиции. Во встрече приняли участие ветераны, президент республики Рауль Хаджимба, руководители правоохранительных органов страны. Сотрудники милиции Абхазии выполняют свой долг по защите права и законности, несмотря на все те проблемы, которые существуют, отмечалось на встрече. В настоящее время личный состав Министерства внутренних дел выполняет поставленные руководством страны задачи в условиях новых вызовов непростой криминогенной ситуации. Все это требует от нас более эффективных методов борьбы с преступностью, совершенствования стратегий и тактики противодействия криминальным элементам, в том числе с использованием современных технологий. Служба в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника милиции дисциплинированности, профессионализма, выдержки и принципиальности, чуткого отношения к правам и законным интересам граждан. Для нас такие понятия, как патриотизм, верность долгу, должны наполняться особым смыслом и содержанием. Требуя дисциплины и исполнения закона от граждан, мы сами должны быть примером в поведении. С профессиональным праздником сотрудников милиции поздравили председатель Верховного суда Зураба Гума, первый заместитель председателя СГБ Дазмир Шамба и генеральный прокурор Нури Таня.
За высокие результаты, достигнутые в оперативно-розыскной деятельности, и в связи с празднованием Дня милиции, ряду сотрудников была объявлена благодарность. Они также были награждены медалями за безупречную службу. 57 сотрудникам приказом министра внутренних дел присвоены очередные специальные звания. Не остались без внимания и ветераны милиции. Им преподнесены ценные подарки. С профессиональным праздником сотрудников МВД поздравил президент Рауль Хаджимба. Присоединяюсь ко всем тем поздравлениям, которые были здесь озвучены. 95 лет нашей милиции. Есть трудности, есть сложности в строительстве государства. Но милиция всегда была рядом. Рядом с нами, теми, кто строит это государство и создает условия для того, чтобы мы с вами состоялись. Указом президента Абхазии очередные специальные звания были присвоены старшему начальствующему составу органов внутренних дел республики. Нисфа Аршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба сегодня принял сопредседателя женевских дискуссий Анти Туронена. Иностранный дипломат поблагодарил президента за встречу. По его словам, работа в рамках МПРИ проходит достаточно эффективно. Мы не обходимся и без сложных ситуаций, но мы делаем все возможное, чтобы убрать вопросы, вызывающие озабоченность, сказал Анти Туронен. Президент поблагодарил Анти Туронена за активное участие в переговорном процессе. Женевские дискуссии должны быть нацелены на то, чтобы Абхазия была услышана. К сожалению, многие вопросы, которые нам ставятся, так и не получают разрешения. Мы хотим адекватной и реальной работы, сказал Рауль Хаджимба. Президент выразил надежду на эффективность проводимой работы. На круглом столе, прошедшем в офисе общественной организации Айтера, обсуждался вопрос, каким должен быть учебник по истории Абхазии. Во встрече приняли участие известные в научных кругах историки, депутаты парламента, члены общественной палаты, общественных организаций. Главная тема дополнения, которые вошли в учебник по истории Абхазии 10-11 классов с древнейших времен до наших дней. По мнению участников обсуждения, некоторые параграфы не соответствуют действительности. Симаргон расскажет подробности встречи. Главная тема круглого стола – новое издание учебника по истории Абхазии 10-11 классов, авторами которого являются Станислав Лакуба и Олег Бгажба. По мнению сопредседателя общественной организации Айтера Леонида Лакербая, отдельные разделы учебника исключительно ангажированные. Автор дает сугубо личностные оценки. Абсолютно уверен в нескольких моментах. Первый – год, всего лишь год, прошедший событий, с момента событий мая 2014 года, слишком малый отрезок времени для объективного осмысления и оценки произошедших и происходящих событий, а их до мая 2015 года было немало, причем разных. Почему говорю 2015 года? Мая – последняя дата, которая отмечена, это 15 мая 2015 года в этом учебнике. Леонид Лакербай отметил, что претензии не ко всему учебнику, хотя и в хронологии событий, по его мнению, есть издержки. По его словам, в книге также слабо отражена Отечественная война народа Абхазии. В ходе круглого стола звучали разные мнения, в том числе радикальные высказывания в поддержку предложения общественной организации Айтера изъять учебник. Я, как человек, который не историк, но являюсь свидетелем, живу в это время, о котором описывают, и у меня какое-то странное чувство, потому что вот я как юрист в уголовном праве, во многих других, есть какие-то нельзя, вот в течение 20 лет нельзя говорить об этой истории, в течение там 50 лет. Ну, как скоропалительно давать оценку? Бгажба вчера, выступая, сказал, что это научная работа. И как она оказалась в учебнике, это другой вопрос. Кто является та комиссия, которая решала, нужно это вводить в учебник как главу или не нужно. По мнению участников обсуждения, события современной истории нашего государства описаны в спешке. Для полномасштабного и объективного осмысления оценок должно пройти какое-то время, считают участники встречи. Между тем, в поддержку авторов книги выступили историки, но с оговоркой, что главу, о которой идет речь, надо переписать. То, что произошло вчера, еще не история, говорит Валерий Бегвава. Книгой пользуются не только школьники, но и широкий круг читателей. Поэтому изымать ее не стоит, отметил он. То, что было вчера, это еще не совсем история. Да, конечно, уже это прошло история. Но где-то осмыслить, как говорится, переварить все это надо. Для этого время требуется. Ведь «Война и мир» написаны не сразу же, а прошло несколько десятилетий. Вы это прекрасно знаете, да?
Вот я бы, например, на месте авторов не стал бы вообще говорить ни одного слова после признания Абхазии. Участники круглого стола считают, что в параграфе, о котором идет речь, должна была быть отражена и другая точка зрения. Только в этом случае острота ситуации была бы сглажена, говорят они. На встрече предложили сформировать группу независимых ученых для издания учебника в новой редакции, в части, касающейся новейшей истории государства. Сима Аргун, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Здание Гудаутской санитарно-эпидемиологической станции было построено еще в 1905 году. Все это время здесь ни разу не проводился серьезный ремонт. За более чем 100 лет здание сильно обветшало, в стенах появились трещины, пол во многих местах прогнил. Не только работать, а просто находиться в помещениях было небезопасно. И вот недавно здесь начались строительные работы. Капитальный ремонт здания проводится за счет средств из районного бюджета. Проведение такого глобального ремонта проводится впервые. Конечно, это такое внимание, которое, в общем-то, практически не было за столько времени. Пускай никому это в обиду не будет сказано, все это вот впервые за это время нам выделили средства с районного бюджета, да. И мы проводим реконструкцию. Мы практически зданию даем первоначально изданный вид, который был. Сейчас будет проводиться и фасад. Фасад не пострадает? Абсолютно оно не пострадает. Мы просто его восстанавливаем. Думаю, что мы до конца года все это мы завершим. Существуют ли чудеса на самом деле? Ожившая сказка, карнавал загадочных и притягательных образов из детства, история о дружбе и предательстве. «Черную курицу» увидят абхазские зрители. В Русском театре драмы поставили необычный спектакль по мотивам старинной сказки. Волшебная пьеса для детей придется по вкусу и взрослым. Накануне премьеры состоялся генеральный прогон. Нис Фаршба заглянула на театральную кухню. Кирюшка, это ты! А как ты сюда зашла? Это я, Алеша. Если ты меня не боишься, так поди за мной. А чего я тебя буду бояться? Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я не знала, что ты говорить умеешь. Если ты меня не боишься, так поди за мной. Я покажу тебе что-нибудь хорошее. Добрый и впечатлительный Алеша спасает от гибели своего маленького друга Чернушку, черную курицу, которую хотят приготовить на обед. Но, как оказалось, это птица-оборотень, заколдованный министр подземного королевства, в которое попадает смелый мальчик. В награду за спасение он получает волшебное зернышко. Так начинается сказка для детей «Черная курица» или «Подземные жители». В начале 19 века ее написал Антоний Погорельский. Это не традиционная сказка в том смысле, что в детской сказке всегда должен быть злодей. Тут злодея нет, тут самый главный злодей — это кто? Это главный герой и есть. Это была моя первая работа в Архангельском театре. Я подошел так серьезно, вот музыку, все это видео. Очень много я корпел над этим, все выстрадано. На постановку известной сказки у Русского драмтеатра ушло несколько месяцев. Массу сил постановщики положили на то, чтобы привнести в спектакль волшебство и сделать его ярким и незабываемым. Причем это касалось как игры актеров, так и декораций с костюмами. Главная роль досталась 13-летнему Дмитрию Пация, а вот актриса Марина Сеченава перевоплощается не просто в подростка, а в школьника-хулигана. Раньше я мечтала, когда мне задавали вопросы, кого бы вы хотели сыграть. Я бы хотела поэкспериментировать и сыграть мужскую роль. Вот у меня возможность это выпала. Алеша, мне вообще очень нравится мой персонаж. Вот. Такой из хорошего мальчишки превратился в такого взбалмошного, вредного. И все-таки он не остался им, а вернулся обратно на прежнее русло. Прежним хорошим мальчиком стал, и это хорошо. Портальчик на сцене – пространство пансиона для мальчиков. Синий цвет прожекторов сменяет алый. Здесь разворачивается история чудесного мальчика Алеши, полная тяжелых и суровых испытаний. Все действо не просто завораживает, оно заставляет зрителей задуматься о том, как важно держать данное обещание и всего в жизни добиваться своим трудом. Удивительно, но сказка, которая уже почти 200 лет, очень актуальна и в наше время. Для меня это важный спектакль, потому что «Черная курица» — это та сказка, которая лично меня в детстве, когда увидел ее в Москве на сцене театра имени Станиславского, драматического театра, она меня влюбила в театр. Я думаю, что этот спектакль должен тоже очень многих вовлечь
Вот в это наше театральное пространство спектакль получился, на мой взгляд. Он очень качественный, он очень серьезный. Это не какое-то, знаете, такое примитивное заигрывание с залом, с детьми. Это серьезный разговор, уважительный разговор с ребенком. 36-й театральный сезон Русского театра драмы полон премьер. Спектакль «Рождество в доме Купьела» по пьесе Эдуарда де Филиппе, сказка «Черная курица» или «Подземные жители», детская пьеса Виктора Ольшанского «Железный дровосек». Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Совсем скоро на сцене Русдрама впервые представит легендарный балет «Ромео и Джульетта» и сказку «Золушка». Нисфарш Басаид Айба, Абхазское телевидение. «Страна тайного духа природы». Так называется выставка фотографий проекта «Горная Абхазия», которая откроется 14 ноября в Сухуми на складе драмтеатра. Подготовка к выставке в самом разгаре. Об этом наш следующий сюжет. В складе драмтеатра, где и будет проходить фотовыставка, практически круглосуточно работают участники проекта, а также сотрудники компании «Аквафон». Интерьер в помещении был изменен согласно стилю, который будет представлен во время выставки. Здесь даже стены выкрашены специально в белый цвет, чтобы они гармонировали с окружающей обстановкой. Сами фотографии уже на месте, осталось только их развесить. Стиль дополнит горная палатка у входа, через которую будут заходить гости. На выставке специалисты расскажут о горнолыжном спорте и о специальном снаряжении. Видите, здесь комуса одета, да, то есть когда ты поднимаешься в горы, не скользит лыжня, а потом, когда ты уже поднялся, ты ее снимаешь, отклеиваешь и можешь скатываться на хорошей скорости. У наших абхазов все это было. У них были такие лыжи, у них были специальная шерсть, которая вот, при помощи которой они не скатывались. Эти снегоступы, у них были кошки, которые делали из подков. То есть все, вот об этом, обо всем мы хотим рассказать, что на самом деле этот мир нами забыт. В рамках фотовыставки также пройдет и презентация мелодий, созданных специально для проекта «Горная Абхазия». По словам автора проекта Тенгиза Тарба, это делается специально для того, чтобы гости почувствовали особую атмосферу, которая царит в горах и которую в полной мере смогут передать фотографии. Все эти работы в разные времена года, и зимой, и осенью, и летом, они будут представлены, все лучшие работы, которые мы сделали, как мы считаем, они будут представлены на выставке. В течение этих 2 недель будут постоянно какие-то вечера, посвященные горам Абхазии. Мы будем рассказывать о традициях наших, о традициях поведения в горах. Планируем пригласить детей со всех районов Абхазии, где в доступной форме мы им расскажем о том, как нужно себя вести в горах. То есть мы взяли с собой все экспедиционное оборудование, сложное, но при этом мы будем им говорить и о том, что почти все это оборудование современное, оно было у абхазов и 100, и 200 лет назад, и они его использовали. На самих фотографиях, которых здесь будет представлено более 200, изображены необыкновенные пейзажи гор и природы в разное время года. Это результат путешествий сотрудников проекта «Горная Абхазия» за последние 5 лет. Все эти снимки были сделаны в самых необыкновенных и даже порой в труднодоступных местах. Сам процесс отбора фотографий для выставки был непростой. Это заняло достаточно много времени. Мы постарались собрать самые интересные фотографии, потому что материала очень много, и сделать интересную экспозицию. Я думаю, это будет особенно интересно подрастающему поколению. У Тенгиза очень красивые фотографии, они яркие, насыщенные. Это очень сложно, на самом деле, поймать такие моменты, потому что в горах очень быстро меняется погода, и действительно нужен большой период времени, там вот 5 лет, за 5 лет это то, что нам удалось сделать. Я постарался собрать фотографии, наоборот, отражающие, может быть, внутренний мир. Но это, конечно, скорее всего, мой взгляд. Они более драматичны. У меня с годами выработался свой стиль. Такой черно-белая контрастная фотография. В рамках фотовыставки ее организаторы планируют также провести еще ряд мероприятий, в том числе и презентацию фильма. Посетить фотовыставку смогут все желающие в течение 2 недель. Также в планах организаторов привозить школьников из всех районов республики. Сария Смыр, Тимур Гугуйхия, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и утром временами дождь, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 21-23 тепла. Температура моря плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.